ГУП «Зори Кавказа» – первый пункт в списке визита главы республики. Сегодня никаких разговоров о посевной кампании в регионе, только развитие животноводства. 500 голов овец закупили в ГУПе «Зори Кавказа» полгода назад. Тем самым заполнили последнюю 4-ю кошару. Она до этого времени пустовала. Теперь в ведении ГУПа более 1800 голов мелкорогатого скота. Заполнить все 10 кошар республики, построенных в рамках федеральной целевой программы, поручил глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Кошаре. Здесь зимой аккорд учили кошаре. Это аккорд. Да, осень аккорд. А летом да, лохи выгули, площадки, жатик содержат. Химчарда. И подвозили. Только подвозили. Только подвозили. Нету ни скважины. Нигде нет. Вот, например, 100 деревьев посадил ты, 100 деревьев, оградил их. Ген, ягодча, влагость, согласись с этим. Но если оградить, да, 100 деревьев, 10 даже, 20, хамиоли, ген, который там, ну, акация, по-моему, она в глубину уходит, насколько я знаю. Вот если вот эти вот вещи сделать, я не знаю, но надо какие-то анклавы создавать, азис, гены живут. Думаете, вот лесополосы восстанавливают? Лесополоса. Не, лесополоса очень хорошо для задержания снега, вот этих вещей да. Раньше было. В ложбине. Я думаю, Сан-Ичради небольшой лес удерживался, и влага задерживалась. Далее глава региона в гостях у другого сельхозпроизводителя Малгобекского района. Крестьянско-фермерское хозяйство Паланкоев занимается разведением мелкорогатого скота. В начале года региональный Минсельхоз предложил фермеру к своей 1000 голов овец приобрести еще столько же. И только за полгода поголовье увеличилось до 1500. Сколько здесь? 1000. Сколько? 1000? Да, без приплода. А? Без приплода. А приплод сколько примерно? 500 пока. КФА Паланкоев один из тех производителей, которые доказывают, что сельское хозяйство можно и нужно развивать. А в республике есть все необходимые условия для этого, начиная от природных условий, заканчивая опытом работы. Аккорд мы здесь принимали. Аккорд вроде удачно пошел. Сейчас у нас идет стрижка, кубка. И все. И как акклиматизация пошла, как себя чувствуют? Да, им не надо проходить. Это же местная порода, это не провозная порода. Это же тушинская горная порода. Они здесь очень нормально себя чувствуют. Комфортно. В дальнейшем какие планы у вас? Довести до 3000 голов. Строить? Я думаю, да. Следующее сельхозпредприятие, которое посещает Махмуд Али Калиматов – ГУП «Дружба» в Плиеве. Здесь, как и в других сельхозпредприятиях региона, закупили 500 голов мелкорогатого скота в конце прошлого года. Почти все животные прошли успешную акклиматизацию и привыкли к местным условиям. Погибло несколько овец, а вот приплод – более 200. В ГУПе «Дружба» пошли немного по другому пути, чем другие предприятия республики. Если остальные ГУПы закупили овец тушинской породы, то в этом предприятии животные романовской, гессарской, адельбаевской и танкорунной пород. Они дают больше мяса и вырастают чуть ли не до размеров теленка, но уход и условия содержания у них другие. Поэтому они пока находятся в загоне подальше от палящего солнца. Они проживают нормально? Да, очень хорошо. Гессарская порода. Ага, щебот, да, агрик, халбар, халбар, морбар, малбес убаккул. Алло, крайне. Бембат. Ага, выход духа есть 70%. Месяца нет, да? Да, не, 2 недели. Вот это, например. Да. 2 месяца. Да. Руководство ГУПа решило пойти на небольшой эксперимент и поэтому закупило овец разных пород. Ту, которая покажет лучший результат в весе и выживаемости, и собираются здесь разводить в будущем. Одного ягненка глава региона захотел посмотреть поближе. Он Махмуда Али Калиматова привлек своим необычным окрасом. У меня такое доброе состояние сейчас, как будто бы я вернулся в детство, в станицу, где я вырос, где были прекрасные колхозы, совхозы, бригады. И вот сегодня я увидел, что возобновляется сельское хозяйство у нас. Крупнорогатый скот, у нас овцеводство,
Вы представьте себе, сегодня, где мы находимся, этот ГУП банкрот. Его списали уже. А сегодня, как и по нашим данным статистическим, и по докладу министра, руководителя, они не имеют ни одной копейки задолженности, ни налогов, ни по зарплате, ни кредиторки. И у них прекрасное будущее. Представь себе, что у них 500 и приплод где-то 200-300, да? И еще 500 мы добавляем в конце мая сюда. Вот в их хозяйство, и у них будет более 1000-1200. Мы, конечно, должны учитывать кормовую базу. Мы говорили об этом изначально, когда начали закупать. У нас все 12 ГУПов, они были закредитованы, они были убыточные, у них было зарплаты много, задолженности. Сегодня, это уже на конец даже того года, представь себе, и то, что меня радует, что у нас ни один ГУП не должен ни одну копейку. Ни по налогам, ни по зарплате, ни кредиторки нет. Я сегодня, как человек, получил, знаете, праздник у меня сегодня. Увиденное мною для меня это праздник. Потому что возродилось. Глава региона отметил, что сельское хозяйство – одно из основных направлений развития экономики региона. И перед правительством поставлена задача как минимум обеспечить мясом внутренний рынок республики. Это поможет поднять налоговую базу, а также регулировать цены на мясомолочную продукцию. Особенно было заметно, как росли цены в канун праздника Мархаш. Обычно торговцы стараются наоборот снизить стоимость продукции на большие праздники. Но из года в год на рынках наблюдается совсем другая картина. Меня и пресса, и самого прям подталкивало к тому, чтобы вот выступить или забраться на самую высокую гору и покричать вот этим спекулянтам нашим. Меня возмущало это. Марбят, царь Эдя, ахч, цены повысили. Мардина, мясо до 500 рублей. И тогда было решение принято, чтобы ярмарки вот мы устроили. Мы теперь их сделаем месяц-два будем. Мы вот этих вот друзей, которые, ну, не хочу ругать их, наверное, у них плохое воспитание. Они осиротела их душа. Все было завозное с других регионов. И вот тогда задача была, и мы это сейчас делаем. И у нас их будет, кормовая база республики в целом позволяет нам, как мне посчитали, это 30 тысяч. Вот мы должны эту цифру держать, потому что у нас другой кормовой базы нет. Больше ее нет, понимаете? Будет снижение цены. Во-вторых, все вейлу сага, мягкие сагдалары, ханс гурб хадду ачхан гурб далары, вейнахгр майка, вейгупыш нахгр майка, it's that's. Вейгдуац хамди, за пределами. Есть у нас мясо, будем покупать свое мясо. И поэтому я дал указание. Гурб Держхан где-то 1500, по 200, по 300 у каждого ГУПа закупим, чтобы у них были деньги. На эти деньги они будут опять пополнять молодняком. Естественно, там они будут и за ГСМ расплачиваться, за те и другие долги свои. Но мы им будем помогать. Но уже получилось так, они сами зарабатывают. Всего за последние полгода предприятия республики закупили более 300 голов крупнорогатого скота и более 5000 мелкорогатого. В ближайший месяц планируется приобрести еще несколько тысяч голов. И это лишь первые шаги к реанимированию мясомолочной отрасли региона. Муслим Ганиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.